Родину – это значит любить природу. Защищать Родину – это значит защищать природу. И мы сегодня становимся участниками этого большого знаменательного дня. Мы сегодня открываем смену, которая посвящена экологическим проблемам, экологическому образованию и экологическому воспитанию. Почему мы выбрали эту тематику? Поскольку эта тема очень важна, и я думаю, что просто необходимо донести до детей именно вот такие вот важные вопросы, серьезные вопросы, проблемы энергоэффективности, экологической безопасности. Дети – это тот материал, с которым нужно и очень важно работать, особенно передавать им знания по таким темам, как энергосбережение, энергоэффективность и экология. Ведь именно они будут в дальнейшем заботиться о нашей с вами планете. Мы прочитали конкурс в газете, который проводился ПРООНом. Мы написали проект про экологию нашей школы. Проводили разные акции. Мы собирали пластиковые бутылки и сдавали на переработку. Мы должны сортировать мусор. Бумагу в бумагу, пластик в пластик, стекло в стекло и так далее. Для чего это нам нужно? Мы сможем перерабатывать этот мусор в более полезные вещи. Мы с нашей арт-студией соорудили вот такие сумки, сшили их сами из ткани, и сейчас мы на них рисуем. Чем же все-таки полезны эко-сумки? Во-первых, это многоразовые сумки, то есть вам не придется постоянно использовать полиэтилен, который очень сильно губит нашу планету. Детям были продемонстрированы химические опыты. Химические опыты проходили по тематике энергии химических реакций, в которых энергия как поглощалась, так и выделялась. Я Илья Шевалина. Я выиграла путевку в энергетическую смену «Вместе ярче» в лагере Джетеген. Я являюсь победителем конкурса «Климатическая шкатулка», который проводился ПРООНом. Мой проект заключался в построении микротеплицы, в которой кратко показывался рост растения при искусственных условиях. Эта энергетическая смена «Вместе ярче» мне понравилась тем, что здесь учат энергоэффективности и энергосбережению, проводится много различных квестов, эстафет, а также химических опытов. В рамках этой тематической смены дети получат профессиональные знания на тему изменения климата и что нужно делать, будучи детьми, чтобы замедлить этот процесс изменения климата. В рамках проведения этой тематической смены также будут проходить разные конкурсы, в которых будут дети участвовать и выигрывать. Самый главный приз – 5 путевок в ВДЦ «Смена», который будет проходить с 20 октября по 2 ноября в ВДЦ «Смена». В своем проекте я занимался исследованием всех существующих источников энергии, как основных, так и альтернативных. Главной целью было создание альтернативного источника энергии, который смог бы вытеснить неэффективные уже существующие. Опираясь на основные принципы жизнедеятельности бактерий, я смог разработать батарею, которую можно было бы использовать как источник энергии.
100 тысяч часов. Это 1000 часов, а это 10 тысяч часов. Всем привет! Я Усен Фартур, и я из Бишкека. На сегодняшнем мастер-классе мне понравилось то, что я смог стать электриком, да, так можно выразиться. А также мне интересно было послушать, как электрики рассказывают о том, как они защищают себя от высоковольтных проводов. Или на шинах 35 киловатт. Когда подводишь, нам видно, если загорится, значит там напряжение. Перчатки натягиваем. Если воздух не выходит, значит перчатка годная. Электрические перчатки. Перед тем, как отключить электрооборудование, они одевают перчатки. Сегодня мы ездили на электростанцию Босс-Сири, основанную в 1972 году. Мы там узнали, что такое трансформаторы, что такое открытые распятые устройства, почему их нужно изолировать и почему на всех вышках стоят непонятные железные палки громоотвод. 110 киловольт, 110 тысяч вольт. Ясно, да? 220 вольт дома, а здесь 110 тысяч вольт. Мы думаем, что у нас много воды, и мы из ГЭС можем получать много электричества, и поэтому можем расточительно им пользоваться. Но нет, ГЭС только где-то 30% добывает всей электроэнергии.